Добрый день, уважаемые эксперты и участники научно-практической конференции «Шаг в будущее». Меня зовут Виктория Тарабукина, я ученица 5 класса Красхалтявской средней школы Тампонского района. Тема моего доклада – фенологические наблюдения растений во дворе. Цель – исследование, изучение и наблюдение фенологических объектов во дворе. Задачи – собрать информацию по фенологии, научить брать замеры, охарактеризовать типы и виды растений, наблюдать в течение сезона за ростом и развитием фенологических объектов, сравнить с прошлогодними замером, сделать вывод. Актуальность. Деревья и кустарники – важная составная часть природного комплекса, один из главных элементов ландшафта. Он определяет общий облик местности, играет большую роль в жизни природы. Научная и практическая ценность. По проведенным исследованиям определить достоверную связь между сроками фенологических фаз у растений и гидротермическими показателями среды. Район исследования. Участок для исследований находится в село Красхалтяй Тампонского района. В юго-западной стороне участок стоит на слегка возвышенной местности, где очень благоприятно растет любой вид растительности. Есть незначительный наклон с южной стороны участка. С прошлого 2019 года я занимаюсь фенологическими наблюдениями растений у себя на дачном участке. Было удобно и практично наблюдать за растениями. Замеры и характеристика фенологических объектов. Деревья за год выросли в среднем на 6 см, кустарники на 47 см, стали выше. По диаметру ствола деревья в среднем на 6 сантиметров, кустарники на 2 см крепче, что свидетельствует нормального роста и развития растений. Сравнительная характеристика замера диаметров плодов. Размер плодов деревьев на 2 года разницы мало по естественному отбору должно быть увеличение размера плодов, так как растение увеличился по размеру, но стало еще меньше размером плоды во время созревания и роста плодов дождя не было. Поэтому в этом году плодов меньше. На 2019 год деревья в среднем на 20% рано вскрылись, чем в 2020 год. На ускорение роста и созревания плодов деревьев большую роль не играет дождь. По моим наблюдениям, нехватка осадков особенно влияет на ускорение роста листьев и формирование плодов у растений. За 2019 год осадков было больше, почти на 2 раза больше, чем за 2020 год. В результате данного исследования была установлена достоверная связь между сроками фенологических фаз у растений и гидротермическими показателями среды. В этом году из-за засухи плоды боярышника и рябины почти все засохли. Плоды черемуха чуть уменьшились размером и количеством, чем в прошлый год. В этом году, как никогда, деревья рано сбросили листья. Уже к 10 сентября все лиственные деревья оголились. Думаю, что это связано с засушливой погодой. 13 июля 2020 года зафиксировано первое пожелтение листвы у березы. В будущем планирую исследовать фенологические фазы кустарников. Для этих целей посадила саженцы охты и жимолоса. Спасибо за внимание.